Сегодняшний выпуск подготовлен специально для всех любителей искусства. Мы поговорим о приемах композиции в западной живописи. Композиция – это такой же фундаментальный элемент картины, как форма или цвет. На самом деле, если попытаться собрать все знания о ней воедино, получится книга толщиной в кулак. А если читать об этом лекции в университете, то не хватит и целого семестра. Поэтому в этом выпуске я решила подойти к теме более увлекательно и предметно. Мы разберем конкретные композиционные хитрости, характерные для эпической живописи в западной традиции. Выбор темы в живописи – дело вкуса. Здесь нет высоких или низких жанров, но есть один жанр, который занимает особое место, и это эпическая живопись. Ее можно называть исторической, но лично мне больше нравится термин эпическая. Ведь в иерархии искусств она занимает высшую ступень, подобно эпосу в литературе. К тому же само слово «история» подразумевает повествование, поэтому к эпической живописи относится все, что рассказывает сюжет – исторические, мифологические и религиозные полотна. Художники, которые прославились в этом жанре, почти всегда величайшие мастера в истории искусств. И причина проста – это невероятно сложно. Сложность эпической живописи проявляется во многих аспектах, но прежде всего в композиции. Раз картина должна рассказывать историю, значит она должна быть нарративной. И чтобы добиться этой повествовательности, не обойтись без множества персонажей и сложных сцен. И тут дело даже не в том, чтобы рассказать историю живо. Многим мастерам было трудно просто внятно и понятно изложить сам сюжет. Теперь, думаю, вам понятно, почему я решила посвятить отдельный разговор именно о композиции в эпической живописи. И тут возникает вопрос, как с помощью одного статичного изображения передать зрителю целый законченный сюжет. Существует один максимально прямолинейный метод, который называется непрерывное повествование. Проще говоря, это работает как комикс. Один и тот же персонаж изображается в разные моменты времени или в разных местах одновременно, но на одном холсте. Перед вами картина итальянского художника эпохи Возрождения Лоренцо Лотто «Сусанна и старцы». Это классический пример того, как история рассказывается методом непрерывного повествования. Сюжет взят из Ветхого Завета. Это история о Сусанне. Она – жена богатого вавилонянина. На картине изображен момент, когда девушка вышла в сад, чтобы искупаться, не подозревая, что за ней тайно следят двое старцев. Когда Сусанна отвергла их непристойные намерения, разгневанные старцы решили ей отомстить и обвинили ее в прелюбодеянии в саду. Картина четко разделена на две части – верхнюю и нижнюю. В верхней части главная героиня Сусанна в одежде медленно идет по дорожке. Две служанки ждут за оградой, пока госпожа вернется после омовения. А старцы в это время притаились в кустах под деревом, выжидая момент. А в нижней части разъяренные старцы привели двух свидетелей, чтобы обвинить Сусанну. Сусанна в спешке пытается прикрыться одеждой, буквально закатывая глаза от возмущения и бессилия. Чтобы сделать сюжет понятным, художник использовал нечто вроде раскадровки, как в современных комиксах. Над головами персонажей видно филактеры. Это предки современных баблов из комиксов. Это свитки с репликами, на которых написано обвинение старцев. Мы видели, как эта женщина грешила с мужчиной, но он сбежал. А Сусанна отвечает: «Я лучше умру, чем признаю вину». Вот так все просто и наглядно. Картина голландского мастера Питера Фрита «Убийство братьев Дэвид».
также построена по принципу непрерывного повествования. Ян де Вит был одним из важнейших политиков Голландии XVII века. Он долгие годы фактически управлял страной, но трагически погиб в ходе переворота. На этом полотне весь процесс расправы над братьями де Вит. В одной части мы видим момент их ареста, в другой – сцену перед самой казнью. Правее изображены их тела, уже лишенные одежды после экзекуции. И, наконец, финал, где их тела подвешены на дыбе и изувечены. Это действительно жуткое зрелище. Метод непрерывного повествования чаще всего встречается в религиозной живописи Ренессанса. Дело в том, что в те времена простые люди были неграмотны, поэтому церковь заказывала художникам такие картины-инструкции, чтобы библейские сюжеты были понятны каждому. И хотя такая композиция позволяет рассказать историю от и до, ее художественная ценность считалась не самой высокой. Поэтому со временем художники от нее отказались. Ведь для творца истинный смысл эпической живописи не в том, чтобы просто пересказать сюжет, а в том, чтобы передать дух этой истории. И чтобы этот дух проявлял себя в полной мере, художники выбирают один единственный, самый напряженный момент – кульминацию. Но как в одной сцене четко показать время, место, героев и сам драматический конфликт? Самый простой и эффективный способ – использовать горизонтальную композицию. И если мы говорим о горизонтальной композиции, то Паоло Веронезе – один из столпов венецианской школы эпохи Возрождения. Он безусловный мастер в этом деле. Сейчас вы видите одну из его знаковых работ «Семейство Дария перед Александром Македонским». На картине запечатлен момент, когда Александр после вторжения в Персию принимает женщин из семьи поверженного персидского царя Дария III. Александр пришел на эту встречу вместе со своим близким другом Гефестионом. Гефестион был известным македонским красавцем и к тому же выглядел более статно, чем сам Александр. Из-за этого мать Дария, Сисигамбис, по ошибке приняла его за царя и склонилась перед ним. Заметив это, Гефестион поспешно указал на стоящего рядом мужчину, пониже ростом. Вот Александр. В этой работе Веронезе выбрал именно этот самый напряженный и драматичный момент всей истории. Он выстроил главных героев в ряд вдоль горизонтальной оси, наглядно и лаконично представляя нам этот сюжет. Если вы посмотрите другие работы Веронезе, то заметите, когда он пишет масштабные сцены, персонажи у него всегда выстроены вдоль одной линии, а фоном служат строго вертикальные и горизонтальные архитектурные формы. В этом есть своя особая, торжественная и четкая эстетика. А истинным продолжателем традиции Веронезе в эпической живописи стал Жак-Луи Давид. Давид обожал эту веронезовскую горизонтальную композицию. Он концентрирует всех ключевых персонажей и само действие в нижней части холста, выстраивая их по горизонтали, а верхнюю часть оставляет свободной для изображения величественной архитектуры. Однако архитектура на заднем плане у Давида обычно не так строго параллельна переднему плану, как у Веронезе. У него реже встречается классический стиль с акцентом на колонны, поэтому его работы не выглядят столь прямолинейно строгими. Взять, к примеру, его знаменитое полотно «Коронация Наполеона». Хотя все участники церемонии также выстроены в ряд в нижней части картины. Обратите внимание, архитектура на фоне не идет строго параллельно ряду людей, как у Веронезе, а образует плавную дугу. Кроме того, хотя в интерьере присутствуют римские арки, это не чистая классика с доминирующими колоннами, а добавление тяжелых драпировок и занавесов смягчает жесткость линий, поэтому картина не кажется колючей или слишком сухой. Но я ни в коем случае не хочу сказать, что строгость Веронезе – это плохо.
Очевидно, что он делал это намеренно. Его целью была именно такая упорядоченная каноничная красота. И тут у вас наверняка возник вопрос. А зачем вообще художникам оставлять столько пустого места сверху и заполнять его зданиями? В этом есть свой глубокий смысл. Горизонтальная композиция отлично передает сюжет, но у нее есть один существенный минус. Она может сделать картину душной, перегруженной. Вспомните сценку из футболистов при штрафном ударе. Когда толпа людей выстроена в ряд, она превращается в глухую стену, которая словно давит на зрителя. Поэтому свободное пространство сверху и архитектура необходимы для создания глубины кадра. Это обязательный элемент горизонтальной композиции. На худой конец нужно нарисовать хотя бы полоску неба. Если не оставить место сверху, получится просто человеческая стена. Ученик Давида Энгер в своей картине «Ромул. Победитель Акрона» совершил именно эту ошибку. Эту работу молодой Энгер писал, подражая сабинянкам Давида. Поза Ромула здесь почти один в один повторяет позу Герсилии из сабинянок. Женщину с младенцем он заменил юношей со шлемом в руках, а фигура убитого Акрона в доспехах на земле полностью копирует позу павшего воина у Давида. Даже испуганная лошадь над телом срисована практически дословно. Но на тот момент Энгер еще не до конца уловил суть композиции Давида. Он не оставил достаточно места над этой живой стеной, из-за чего вся картина кажется страшно перегруженной и тесной. Как вы уже заметили, в эпической живописи работа с глубиной пространства имеет решающее значение. И дело не только в том, что четкое разделение на ближний, средний и дальний планы приятнее для глаза. Настоящий эпос требует размаха и монументальности, чтобы зритель почувствовал масштаб истории. Поэтому в классических шедеврах художники всегда делают ставку на многослойность. Картина никогда не бывает плоской. В идеале должны присутствовать все три плана. Причем пространство между ними должно ощущаться физически. Взгляните на работу итальянца Просперо Пьятти «Похороны Цезаря». Здесь изображен момент после убийства Цезаря, когда Марк Антоний произносит речь на похоронах, показывая окровавленные одежды вождя и призывая народ к мести. Художник хотел сделать акцент на реакции римлян на эту провокационную речь. Именно поэтому он вынес эмоции толпы на передний план. Кто-то в ужасе убегает, кто-то наблюдает со стороны с любопытством, а кто-то падает в обморок от горя. На среднем плане мы видим самого Антония, выступающего над телом Цезаря, и людей, поддавшимся его призывам. А дальний план – это величественная архитектура, горы и бескрайнее синее небо. Благодаря безупречной работе с планами картина производит невероятно мощное визуальное впечатление. Но тут возникает резонный вопрос. Многофигурные композиции и эпические масштабы – это понятно. Там есть где развернуться. А что, если действие происходит в маленьком замкнутом пространстве? Как тогда добавить картине глубины? И вот тут на помощь приходит классический академический прием. Художники намеренно добавляют в интерьер дверь, окно или какой-то проем, через который виден кусочек дальнего плана. Мастера называют это «дать картине глоток воздуха». Очень показателен пример картины английского художника Уильяма Блейка Ричмонда «Зрители на трагедии Эсхила». Здесь мы видим группу древних греков в театре. Те, кто бывал на руинах античных театров, знают, что они обычно строились на склонах гор. И прямо за спинами зрителей должна быть сплошная скала. Но если бы художник написал все именно так, картина получилась бы слишком душащей. Поэтому он слегка подправил реальность.
Между колоннами он оставил просвет, через который видна панорама города. Еще один эталон этого приема – картина Эрнста Норманда. Эсфирь обличает Амана перед царем Артаксерксом. Этот сюжет тоже взят из Библии. Персидский визирь Аман, затаив обиду на Иудея, задумал истребить весь его народ. Царица Эсфирь, узнав об этом, набралась смелости и раскрыла коварный заговор перед царем. Перед нами типичная сцена в тесном помещении, и художник совершенно намеренно прорубает в стене окно. Маленький кусочек пейзажа снаружи мгновенно обогащает пространство и добавляет глубины. У великого мастера британского академизма Эдварда Пойнтера в картине «Катапульта» мы видим ту же хитрость. И слава богу, что он нарисовал этот проем в стене, иначе мы бы вообще не поняли, что это римляне осаждают Карфаген. Конечно, главной задачей автора было показать римскую инженерную мысль, поэтому такого небольшого намека на пейзаж вполне достаточно. Прием глотка воздуха в западной живописи встречается повсеместно, и способы его реализации поражают разнообразием. Это не только двери и окна, иногда используют даже зеркала. Посмотрите на картину прерафаэлита Джона Уильяма Уотерхауса. Цирцея предлагает кубок Одиссею. Зеркало за спиной героини отражает Одиссея и его спутников. Это не только делает сюжетную линию законченной, но и мастерски расширяет пространство картины. Огромное влияние на композицию эпических полотен оказывали и художественные стили. Например, неоклассицизм ставил во главу угла баланс и симметрию, стремясь к монументальности и строгости. Самый важный персонаж в таких картинах всегда находится строго по центру. Взгляните на работы Энгра, яркого представителя этого направления. Его композиции выверены по идеальным классическим лекалам. Он стремится к абсолютной симметрии. Главный герой – это незыблемый центр, вокруг которого выстраиваются остальные элементы. Даже в его портретах видна эта безупречная пирамидальная структура. Все очень устойчиво и канонично. А вот романтизм – это совсем другая история. Художники-романтики часто используют диагонали, чтобы направлять взгляд зрителя. Это создает ощущение динамики, тревоги и неустойчивости. Они намеренно ломают классическую симметрию. Главный герой может оказаться на самом краю холста или вообще на заднем плане, чтобы подчеркнуть чувство одиночества или величия природы. Самый известный пример – плод Медузы Теодора Жирико. Здесь используется сложная структура из нескольких пирамид. Диагональные линии уводят наш взгляд к фигуре человека на самом краю, который отчаянно машет проходящему кораблю. Если сравнить это с неоклассицизмом, разница в эстетическом подходе к композиции станет очевидной. В эпоху барокко все стало еще сложнее, ведь главной целью искусства было прославление власти, авторитета и божественного величия. Поэтому эпические полотна барокко – это всегда грандиозные сцены, избыточный декор и зашкваливающий драматизм. Композиции здесь часто строятся в форме перевернутой пирамиды, букв S или Z, а иногда и по сложной спирали. Обычно есть четкий смысловой центр, от которого все остальные персонажи расходятся словно лучи. Питер Пауль Рубенс, гений барокко, обожал такие динамичные взрывные структуры. Его шедевр «Похищение дочерей Левкипа» – идеальный пример. В основе лежат две женские фигуры. Всадники образуют две верхние точки опоры, создавая напряженную форму перевернутой пирамиды.
Вся сцена пронизана мощным вращательным движением. Кажется, что персонажи вот-вот вырвутся за пределы холста. Разумеется, что у каждого художественного течения есть свои уникальные секреты композиции, но об этом лучше поговорить отдельно, когда мы будем разбирать конкретные стили. В этом выпуске я не буду на них задерживаться. И помните, все, о чем мы сегодня говорили, это не догма. У каждого великого творца свои предпочтения. У настоящего искусства нет границ и жестких правил. Единственный закон композиции – она должна помогать художнику донести свою мысль. На сегодня все. Переходите на наш сайт voguepassage.com. Там вас ждут бесплатные уроки искусства, фоновая музыка и возможность скачать мировые шедевры в высоком качестве для декора интерьера. Также вы можете забронировать наш бутик-отель, отправиться в арт-путешествие или заказать сессию в студии, чтобы творить вместе. И подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм. Все ссылки в описании. Жду вас там.